В эфире новости. Здравствуйте. Познакомим вас с главными событиями на утро выходного дня. В студии Василий Радченко. Смотрите далее. Минздрав России принял решение внести препараты против коронавируса в список жизненно необходимых лекарств. В Якутске прошел предпремьерный показ долгожданного якутского фильма «Тыгын-Дархан». Бюджет картины составил 250 000 000 рублей. Автопробег из Питера в Мирный все ближе к точке назначения. В каком городе сейчас газомоторная колонна и что нового произошло в пути? Лекарства против коронавируса в ближайшую неделю войдут в список жизненно необходимых. Такую информацию озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр отметил, что новое регулирование позволяет в период пандемии по ускоренной схеме включать в список жизненно необходимых препараты, применяемые для лечения новой инфекции. Это произойдет в ближайшую неделю. В преддверии Дня государственности Якутии глава региона вручил госнаграды республики и России. Айсан Николаев отметил, что за прошедшие десятилетия после принятия декларации о государственном суверенитете региона Якутия стала лидером экономического развития на Дальнем Востоке. Всего 23 представителя разных профессий и отраслей экономики, промышленности, социальной и культурной сфер получили государственные награды за выдающиеся заслуги. В числе награжденных Аиза Решетникова, основатель музея музыки и фольклора народов Якутии, которая удостоилась государственной премии имени Алексея Кулаковского. В местности Абалах Мигино-Кангаласского района видному общественному и политическому деятелю Якутии, участнику Великой Отечественной войны Роману Брызгалову установили памятный мемориал. Почетный гражданин Мигино-Кангаласского и Аймиконского районов Роман Иванович усердно работал над развитием профессионального образования республики. В этом году глава региона Айсан Николаев подписал указ, согласно которому транспортный техникум в Нижнем Бестяхе теперь носит имя Романа Брызгалова. Мы каждый год родственники Романа Ивановича Брызгалова назначили общественникам, двум общественникам стипендию в размере 10 тысяч. И дочери Романа Ивановича Брызгалова, отличнику и хорошисту, тоже назначили по 10 тысяч. Итого получается 3 стипендии. И каждый год в конце учебы мы эти стипендии торжественно вручим. В Якутске дали старт третьей очереди тепличного комплекса «Саюри», одному из самых современных и технологичных сельхозпредприятий Дальнего Востока. Ввод новых тепличных блоков позволит увеличить объем производимой продукции уже с этого года. С подробностями Петр Васильев. Свежие овощи в любое время года станут еще более доступными для якутян. В этом поможет ввод новых тепличных блоков комплекса «Саюри». Увеличение урожая ожидается уже в октябре. Представьте себе, какая была тяжелая логистика, когда это все везли. Все портилось, тратилось очень много времени, денег. И еще неизвестно, что привозилось в этих овощах, которые завозили сюда, на север, в Якутию, в республику. Много пестицидов, много там парафина там, и так далее, чтобы сохранить это все дело. А теперь свое, свежее, которое в любое время года можно на столе иметь и использовать. Тепличный комплекс ввели в эксплуатацию 4 года назад. В том же 2016 году «Саюри» стал резидентом территории опережающего развития Якутии. Весной 2019 года ввели в эксплуатацию вторую очередь теплиц площадью более 1 гектара. Это позволило предприятию кратно увеличить урожай, позволяя собирать в год порядка 1000 тонн овощей и зелени. Сегодня в рамках третьего этапа ввода в эксплуатацию на территории комплекса установили 4 новых тепличных блока, в которых уже высажены огурцы и томаты. Запуском новых теплиц объем производимой продукции в 2020 году составит 870 тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2019. В течение от 4 до 5 месяцев плодоносит один куст. Это у нас была высадка в начале июля. Июль, август, сентябрь, октябрь. В ноябре, скорее всего, последний он урожай даст. Мы их будем собирать, убирать, подготавливать новую рассаду и снова посадим. Сейчас на предприятии работает 64 сотрудника. В следующем году их численность будет увеличена до 80 человек. Таким образом, с вводом новых блоков и увеличением штата еще больше свежих овощей и зелени будут радовать якутян круглый год. Петр Васильев, Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск.
В Удачинском комбинате электрогазосварщик повредил палец на руке, а мог и вовсе остаться без нее. Виной всему нарушение правил безопасности. Работая на заточном станке, не закрепил деталь, при этом был в перчатках, что категорически запрещено при работе с данным оборудованием. Ткань может зацепиться, и вся рука окажется в аппарате. На производственных площадках каждая смена – это риск. Предотвратить несчастные случаи помогают комплексные мероприятия. Одно из них – это создание новых предупреждающих знаков. Подробности в материале Анны Брянской. Старший мастер Вячеслав Арыков встречает в цехе сотрудника промышленной безопасности. Но это не проверка. В РССУ прибыли новые предупредительные знаки. Наклейки ярко-желтого цвета с правилами безопасности размещают на каждом рабочем месте. Эти знаки необходимы, они как бы предупреждают работника. Работник работает ежедневно, выполняет постоянно почти одну и ту же операцию. Со временем глаз у него замыливается, они немножечко привыкают к чему-то одному. Тут и приходят на помощь новые знаки, которые теперь всегда будут перед глазами работников. Их разработали в отделе маркетинга «Алроса». Простые правила с иллюстрациями на виду. Меняешь деталь – отключи станок. Применяй средства индивидуальной защиты и многое другое. Необходимость размещения данных знаков появилась в результате того, что на рабочих местах имеется множество потенциальных рисков и опасностей. Также множество травм, связанных с работой на станках. Первая партия знаков пришла в июле. Они выполнены на специальной светоотражающей бумаге, чтобы их было видно даже в сумерках. Такие таблички уже разместили во всех горно-обогатительных комбинатах и дочерних предприятиях компании. Причем крепят их не только в зданиях, но и на горной технике. Водители БелАЗов оценили новинку. Нам повесили в кабину БелАЗа наклейки: скорость выше, премия ниже. Это одна наклейка, вторая наклейка: проверь, допустим, тормоза перед выездом. Я думаю, как у нас в БелАЗе висит тут спереди, смотришь, допустим, на дорогу, и она у тебя перед глазами. Допустим, думаешь, что зарплата у тебя будет ниже, сразу задумываешься об этом. В «Алроса» на производственных площадках безопасность сотрудников в приоритете. Специалисты отмечают, чтобы предотвратить несчастные случаи, все средства хороши. От комплексных программ до простых напоминаний в виде наклеек. Новую партию уже ждут в отделе промбезопасности. Анна Брянская, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». В Якутске прошел предпремьерный показ долгожданного якутского фильма «Тыгын-Дархан». Это один из самых масштабных проектов якутской киноиндустрии. Перед показом фильма его создатели провели пресс-конференцию, поделились планами, рассказали о съемках и значении фильма для всей Якутии. Широкий прокат фильма начнется 4 ноября. Также планируется показ Тыгын-Дархана в тюркоязычных странах. Каждый день там по миру исчезает несколько языков. И это, конечно, на рубеже смены веков. В начале 21 века эта картина нам бы помогла еще раз оценить нашу историю, оценить нашу самобытность. И особенно это для молодежи, которым жить в 21 веке и жить дальше. И чтобы они не забывали о своих предках. Съемки Тыгын-Дархана велись на протяжении 2 лет на территории 11 районов и 14 населенных пунктов Якутии. В съемках сцен баталий принимали участие более 10 тысяч человек. Специально для фильма с нуля были созданы декорации и костюмы. Сбор информации проходил в архивах, музеях, библиотеках. Были консультации с историками, археологами, писателями, краеведами, чтобы максимально точно реконструировать детали времен правления Тыгына. Впоследствии костюмы были подарены Якутскому государственному музею истории и культуры народов Севера имени Ярославского. На сегодня это самый масштабный проект якутского кино. Решение об его снятии было принято в 2015 году. Всего в этот фильм вложено 255 миллионов из государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Мы абсолютно прозрачно и открыто эти суммы называем в течение 5 последних лет. Но эти деньги пошли на съемки, которых не было еще у нас в истории республики. Автопробег из Питера в Мирный все ближе к точке назначения. О том, в каком городе сейчас колонна автомобилей на газомоторном топливе и что нового произошло, расскажет наш корреспондент и участник пробега Александр Хавренко.
За моей спиной пейзаж, знакомый буквально каждому россиянину. Каждый, кто в руках держал 10-рублевую купюру, узнает этот мост. А это значит, что наш автопробег добрался до Красноярска. А сегодня ровно 2 недели, как мы выехали из города Санкт-Петербург. 14 дней назад стартовал наш автопробег, и вот мы добрались до Красноярска. Более 6 тысяч километров у нас за спиной, более 25 городов мы успели проехать. И выходим на финишную прямую. Сейчас начинается самое интересное, потому что ни в Красноярске, ни дальше по дороге нет метановых заправок. Но эту проблему мы решили, и с нами поедет мобильная заправочная станция. Ну и сейчас, наверное, можно подвести какие-то краткие итоги нашего автопробега. Во всех городах, где мы заправлялись, есть газовые станции, но они требуют очень большой доработки. На станциях, на большинстве из них, нет элементарных магазинов, нет элементарного места, где водители и пассажиры могут отдохнуть, нет даже банальных туалетов. Но цель нашего пробега как раз акцентировать внимание на всех этих мелочах. И я думаю, что в дальнейшем люди, которые за это все отвечают, посмотрят и сделают соответствующие выводы. Ну, а это был Красноярск. Мы движемся дальше, и следующая остановка – город Братск. Теперь к новостям спорта. Открытый турнир по масс-рестлингу состоялся в столице Кабардино-Балкарии. В Нальчике на помосте встретились студенты. Они вошли во взрослую группу турнира. А также девушки и юноши в возрасте от 13 до 17 лет. Всего участвовали около 80 спортсменов из 4 регионов России: Кабардино-Балкарской республики, Северной Осетии, Краснодарского края и Москвы. Соревнования прошли по классическим правилам. В весовых категориях до 55 килограммов и выше 90 килограммов судьями выступили мастера спорта. Организатором турнира стала Федерация масс-рестлинга Кабардино-Балкарской республики. На Кавказской земле якутский национальный вид спорта уже давно укоренился. Так, например, с 2016 года в Армавирском государственном педагогическом университете работает секция по масс-рестлингу. Одним из победителей, кстати, и стал студент из этого университетского клуба. Я хочу приезжать еще в город Нальчик и другие города, чтобы одерживать новые победы. И я буду к этому стремиться и призываю всех остальных получать и развиваться в этом виде спорта. На этом пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за новостями. До встречи в эфире.